Да. Лестничные марши, конечно, не для нас. Тандыр прогорел, он весь белый внутри, угли готовы, поэтому аккуратненько складываем овощи. Потихоньку, потихоньку. Так, о, уже получается, есть. И пробочкой вот этой закрываем. Все, ждем. Исян Мессесхермандадуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Наше кулинарное путешествие продолжается, и сегодня нас встречает Зеленодольский район. Уверен, нас сегодня ждет что-то вкусное и, конечно же, что-то интересное. Зеленодольский район находится на северо-западе Республики Татарстан. Территория района 1424,5 квадратных километра. Численность населения более 162 тысяч человек. Район граничит с Казанью, с Высокогорским, Верхнеуслонским и Кайбицким районами, а также с Чувашией и Мариэл. Центр Зеленодольского района – город Зеленодольск. Это 5-й по величине город Татарстана. Известен с 1865 года как село Кабачище, затем носил название Парадский Затон, а с 1928 года – рабочий поселок Зеленый Дол. Население Зеленодольска – более 100 тысяч человек. На территории района расположены достопримечательности федерального значения. Это остров Град-Свияжск и Раивский Богородицкий монастырь. На территории Зеленодольского района расположен единственный в Татарстане Волжско-Камский государственный природный заповедник, самый крупный в Татарстане и один из крупнейших в Европе. Здесь находится самый большой и уникальный дендросад, где собрано более 400 видов растений Северной Америки, Западной Европы и Азии. Дорогие телезрители, напоминаю, мы гостим в Зеленодольском районе, и, внимание, впервые в нашей программе съемки проходят на борту теплохода. И компанию мне составляет заместитель начальника управления культуры города Зеленодольск Дмитрий Анатольевич Бечин. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что и, пригласили. Эксклюзивно действительно сегодня получится программа, но ведь надо удивлять-то блюдами, но они чуть позже. Я знаю, что вы принесли кучу подарков. Конечно, мы с этого начинаем. Мы город гостеприимный, ну как без герба. Поэтому в такую солнечную погоду кепочка да, вам. тем более с моей прической. Так, да, отлично. Да, было. Мы славимся тем, что есть такой замечательный просветитель, как Каюм Насыри. Он написал наставление повару. Вам это будет очень полезно. Я думаю, это подарок вам. Это очень нужный подарок, спасибо. Вот. Но мы все болели в этом году за футбол. Поэтому сабантуй, который мы проводили в городе, тоже посвящен футболу. Мы придумали вот такие фанатские шарфы. Ага. Вот видите, сабантуй написано с гербами, с мячами. Вот. Ну и поскольку мы очень любим... Вот так, как болельщик футбола. Да. Сразу наградим орденом вас. Еще ничего не приготовил? Да, уже молодец. Вот. Сразу так. Столько подарков сразу, чтобы было красиво и замечательно. Действительно, мы сегодня находимся поистине в гостеприимном городе. Спасибо. Ну, а готовить мы будем сегодня баранину, запеченную в тандыре с овощами. И немножко сделаем себе морса ягодного и такого вкусного овощного салата. Подождите, очень вкусно. Дмитрий Анатольевич, неужели на борту теплохода можно готовить в тандыре? В Зеленодольске все можно. Итак, мы начинаем. Мы сейчас нашинкуем лук и нарежем лимончик для того, чтобы замариновать баранину. Вот здесь у нас свежая баранинка. Да, только бегал сейчас. Да. Пожалуйста. Вот. Начнем с истории Зеленодольска. Расскажите, пожалуйста, про герб, который вот изображен на моей бейсболочке. Герб – это очень далеко корнями в историю уходит, потому что там ладья. А город в свое время был основан как ремонтная база колесных пароходов. Потом это был торговый город, где все купцы приставали, отдыхали. Было много кабачков на берегу. Кабачков в смысле кабаков. Кафе. Кафе. Вот. Поэтому у нас одно из, ну так скажем, поселений называется Кабачище. И, соответственно, там есть змея и молот. То есть это змея – это мудрость, молот – это труд. Потому что в нашем городе расположены два больших гиганта, которые делают и корабли, и холодильники.
Поэтому мы любим трудиться. Ну, а те, кто любит трудиться, они любят вкусно поесть. Правильно. Так, лимончик у меня готов. Немножко выдавливаем и туда складываем. Так. Чем еще славится ваш район, кроме, как говорится, холодильников и великих судов? Ну, все, что стоит сегодня на столе, это все выращено на территории нашего района. Овощи, фрукты, ну, зелень, само понятно. Барашек тоже бегал. Клубничка. Клубничка, да, ягодной долине, все свое. Все как со своей дачи. Ну, понятно. Работать вы любите, а отдыхать? Какие такие вот интересные мероприятия проходят в культурной жизни Зеленодольска? Отдыхать мы тоже очень любим, очень умеем, потому что вся история, которой мы сейчас славимся, она зародилась очень давно, когда в наш город стали переселяться люди из Ленинграда во время войны. И вот, наверное, тогда они зародили это все. И у нас очень много талантливых людей, которые сейчас уже их внуки, правнуки, которые сегодня блистают на экранах, на сценах республики, мира. Все мы знаем Дину Гарипову, да, Данила Буранова. Все они зеленодольские, все начинали воспитываться в кружках и в домах культуры нашего города. Так, лучок у меня тоже готов. Да, его можно немножко пожмакать, сюда вывалить. Руслан, а теперь вот немножко перца возьмите и в ступке подтолчите его. Так, это нам тоже понадобится для мяса. Для мяса, да. В 40-х годах, когда началась война, наш город стал очень удобным для того, чтобы сюда переселить многие производства. Вот. Собственно говоря, поэтому у нас так сильно сейчас и развито кораблестроение. И, конечно, сюда приехала интеллигенция. О чем говорить, если у нас гастролировал московский ТЮЗ, и в 1947 году сюда приехал сам Олег Лунстрем со своим джазовым коллективом, потому что в Казани им негде было жить, а в Зеленодольске они жили и давали первые концерты. Вот именно оттуда, наверное, мы ведем свою историю. То есть можно сказать, что Зеленодольск – это настоящий культурный город Татарстана? Да. Сейчас мы это все помешаем, чтобы было хорошо. Сюда какие специи мы добавляем, кроме перца? только перец будет и лимон. Все, больше ничего не надо. Ну, лук. Дмитрий Анатольевич, многие называют Зеленодольск городом цветов. Почему? Это правильно, потому что уже второй год в нашем городе реализуется замечательная программа, которая так и называется «Город миллиона цветов». Каждый житель принимает в этом участие для того, чтобы город был красивый. Когда город красивый, хорошее настроение, хочется петь, танцевать, хочется в этом городе жить. Это самое главное, ради чего, собственно говоря, мы работаем в этом городе. Но ведь и красивый центральный парк, который мы сегодня посетили, с природным озером, тоже добавляет особый колорит. Ну, да, мы этим очень гордимся. Это центр нашего города, это сердце города. Люди любят очень там отдыхать. Мы часто проводим там праздники. Поэтому для нас это очень важно, чтобы мы поддерживали этот имидж город зеленого цвета. Сейчас мы мясо оставляем мариноваться, пока у нас тандыр греется, и займемся овощами. Почистим баклажаны, почистим перец. Так, хорошо. Помидоры чистить не будем, прям целиком. Целиком? Да.
Хотелось бы напомнить нашим зрителям, что город Зеленодольск в прошлом году отпраздновал свой юбилей, 85 лет. Да, 85 лет статус города. Статус города. Да, до этого-то мы давно здесь живем, ну, в смысле, наши предки, вот, еще с 1802 года, поэтому, вот, а статус города присвоен был в 1932 году постановлением ВЦИКа, вот, сначала был рабочий поселок, а теперь вот с 1932 года мы город. Как обычно говорят, ну как отметили-то? Как отметили? Хорошо отметили. 2 дня гуляли, всех приглашали, открыли замечательный сквер почетных граждан. У нас там есть такая теперь доска почета, куда мы размещаем всех замечательных людей, которые хорошо работают, которые хорошо сдают свои экзамены на 100 баллов, детишки. Вот. Мы теперь этим очень даже гордимся. Можно увидеть людей, которые славят наш город. А в этом году у нас опять юбилей. Вот. Но теперь не у нас, а у целого района. Наш Зеленодольский район раньше по-разному назывался. И Юдинский, вот, и Казанская губерния. Но вот с 1958 года мы официально называемся Зеленодольский район. И в этом году, в конце августа, также будем праздновать. Планы написали, всем приглашения разослали известным людям. Ждем. Перчики у нас готовы. Так, баклажан готов. Помидоры мы будем нанизывать целиком. Целиком, да. Баклажан возьмем, порежем вот такими пеньками. Вот, чтобы он был хорошо. У нас есть теперь специя вот такая красненькая. Руслан, пожалуйста, там все ароматно очень. Сюда здесь набор специй? Да, да, набор специй. Как себе, посыпьте. А специи я очень люблю, кстати. Вот, хорошо. То есть овощи мы также отдельно маринуем? Да, ну, так скажем, умаслим их сейчас, мы маслицем и сахарку добавим. Так, растительным маслом? Да, тоже как себе. Про культурную жизнь, вот хотелось бы несколько слов, чтобы вы рассказали. У нас есть музыкальный театр. В Казани нет, а у нас есть. Вот. Там очень много идет всевозможных музыкальных театров. Причем в том году мы сделали мюзикл собственного сочинения «Айлин и Данияр». Это собрали все сказки татарские, положили на современную модную музыку. И все это очень красиво спели, станцевали. Мы оставляем наши овощи помариноваться. И после небольшой паузы продолжим готовить на прекрасном теплоходе на реке Волга близ города Зеленодольска. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим в Зеленодольском районе на шикарном теплоходе в компании с Дмитрием Анатольевичем Вечиным. Еще раз большое спасибо, что нашли время. Блюда-то у нас какие сегодня? Баранина да, с овощами. Я на нее смотрю, у меня слова потерял. Баранина с овощами в тандыре. Чуть позже мы подойдем к тандыру, все это заложим. Все это пока маринуется. Сейчас сделаем салатик. Салатик, да. Салатик. Берем помидорки, режем на 8 частей, складываем. Берем огурчик, тоже режем. Выдавливаем туда чеснок, зелень, соль, перец, уксуска. И вот потрясем. И положим. Салат готов. Да, все, собственно. Название салата? По-зеленодольски. Зеленодольский. А это значит, как минимум, вкусно и красиво. Вкусно, это красиво, как минимум. Да. Вы знаете, все наши коллективы очень тщательно готовятся к главному республиканскому детскому, нет, молодежному конкурсу «Созвездие». Вы знаете, мы добились того, что попросили организаторов, и нам выделили целый день для того, чтобы наши коллективы, только нашего Зеленодольского района, участвовали в отборочном туре. Потому То есть настолько много коллективов? В этом году было более 1000 человек участвовало. Мы очень рады, что жюри оценивает труд наших педагогов и детей, и очень многие привозят гран-при. Сегодня дети отдыхают в Крыму, танцевальный коллектив «Орфей», «Импульс», и мы этому очень рады. Спасибо большое, что у нас есть такой замечательный конкурс. Мы порезали огурчики, помидорчики для салата. Дальше? Да, добавим немножко зелени. К помидорчикам добавим кинзы, ну вот полпучочка. Вот. А я, наверное, укропчику порежу для огурчиков. Про спортивную жизнь Зеленодольска хотелось бы услышать несколько слов. Ну, мы опять-таки гордимся нашими достижениями. У кого в городе живет олимпийский чемпион, а у нас живет, и у нас есть такой Андрей Ларьков, который в этом году с зимней Олимпиады привез нам серебряные медали. Мы его встречали, поздравляли, мы очень любим. Да. Мы его еще раз поздравляем, мы всей страной за него болели, переживали. И приятно, конечно, что он родился на Зеленодольской земле. Да, спасибо. Так, добавляем кинзу, что еще? Специи давайте добавим. В обе, да? В обе. В обе, да. Опять как себе, как себе. Как себе, побольше, да, побольше да, специй. Да, побольше. Ага. Добавим чуть-чуть соли. Сахару можно добавить чуть-чуть. Да, для сбалансированности. Вы знаете, Дмитрий Анатольевич, вот готовим, да, процесс уже практически в середине, да?
Вы случайно не кулинар профессиональный? Уж больно интересны сегодня рецепты. Все так красиво, все четко. Или вы долго репетировали, готовились? Просто если на меня посмотреть, то я очень люблю встречать гостей и люблю их кормить. А сегодня у нас в гостях, надо сказать, вся республика, ну, может быть, и весь мир. Почему вы их вкусно не накормите? Согласен. Так, Спасибо. что еще? А сюда мы добавим еще чеснок. Мелко-мелко-мелко его порежем и помешаем все. Это уже финальный ингредиент будет? Нет, там еще уксусок будет. То есть нужно будет добавить уксус? Да, чуть-чуть взбрызнуть, чтобы сок овощи дали. Итак, добавляем чеснок. Так, немного уксуса. Да, Сбрызнем. взбрызнем. Ну, можно чуть-чуть побольше. Все. Вот там есть крышечка. Так. Беленькая, прозрачная. Одна вам, Одна мне. одна мне. Так. Ахалай-махалай. Вот он, самый интересный процесс приготовления этого салата. Ахалай-махалай. Да, вот так делаем. Открываем, а там баранина. Все, ставим отдыхать. Пусть отдыхает. Салат по-зеленодольски. Салат готовили в двух вариантах. Для первого в контейнер поместили нарезанные дольками помидоры и измельченную кинзу. Для второго огурцы нарезали крупными брусочками и добавили мелко нарезанный укроп. К содержимому обоих салатов добавили измельченный чеснок, соль, специи, щепотку сахарного песка и сбрызнули уксусом. Каждый контейнер салатом накрыли крышкой и хорошенько встряхнули. Итак, наш салатик готов. А прямо сейчас мы переходим вновь к мясу и нашим овощам. Тандыр, кстати, мне уже сообщили, что тоже готов. Поэтому давайте подготовим мясо. Очень красивые шампура. Сами ковали. Тоже на зеленодольской земле? Да, конечно, только на зеленодольской земле. Мы будем сначала закладывать овощи. Но чтобы шампур, который мы сами себе сковали, не пах металлом, мы возьмем вот так, сделаем. Раз у вас программа называется «Секреты», Секрет. тогда вот секрет такой. И То есть тогда, секрет приготовления блюд в тандыре. да, чтобы не пахло, помидорку нанизываем. Она первая будет. Вот, Помидорка. потом возьмем Баклажанчик. потом перчик. Настолько красиво получается сегодняшнее блюдо. Да. И давайте, чтобы овощи не убежали у нас, мы вот так возьмем и картошечкой все заткнем. Это готово, положим, пусть лежит. Так, что касается мяса, наверное, тоже есть какой-то секрет. Ну, опять-таки, луковку правильно, уже все, учитесь, молодцы, Ага. хорошо есть. Так. Мне луковку дайте. Так, мясо будем тоже нанизывать довольно плотно, без лука, потому что лук может сгореть. Вот. А мясо будем нанизывать, ну, как всегда, как все это, как наши предки нас научили, так мы и будем нанизывать. Сколько готовится мясо в тандыре? Ну и овощи в том числе. Овощи 5-7 минут, мясо 12 минут. Тандыр – это такая средневековая микроволновка. Он сейчас нагрелся, вот, и поэтому быстро очень готовится. Так, готово. Все, красиво готовы. Тоже Лепота. очень, уже можно есть. Итак, мы переходим сейчас к тандыру, где сначала мы заложим овощи, а потом мясо. Да, лестничные марши, конечно, не для нас. Тандыр прогорел, он весь белый внутри, угли готовы, поэтому аккуратненько складываем овощи. Потихоньку, потихоньку. Так, о, уже получается, есть. И пробочкой вот этой закрываем. Все, ждем. Баранина с овощами в тандыре. Сначала замариновали мясо. Лук нашинковали полукольцами, лимон нарезали кружочками. Крупные кусочки баранины перемешали с луком и лимоном, приправили солью и перцем и оставили мариноваться на 30-40 минут. Далее мариновали овощи. Баклажаны очистили от кожуры и нарезали крупными кусочками. Болгарский перец очистили от семян и нарезали широкими ломтиками. Подготовленные овощи приправили солью, перцем, растительным маслом и мариновали 15-20 минут. Замаринованную баранину нанизали на шампуры и запекали в тандыре 12 минут. Подготовленные овощи нанизали на шампур в следующем порядке. Сначала свежий помидор, затем замаринованный баклажан и перец, а в самом конце картофель. Овощи также отправили в тандыр на 5-7 минут. Итак, пока наши овощи готовятся, прямо сейчас мы быстренько приготовим вкусный морс. Какие виды морса мы будем готовить? Два вида. У нас есть лимон и есть ягоды с малиной. Вот. Лимон будет у нас с мятой, а клубника будет с базиликом. Отлично, давайте начинаем.
режьте лимон сегментами, а я буду ягоды. Самые вкусные вы забрали себе. Ну, давай пополам. Да нет, берите. Дмитрий Анатольевич, ну и, конечно же, жемчужина всего Зеленодольского района – это Раифский монастырь. С 91 года эта обитель возродилась, она стала очень красивая, стали туда приезжать много паломников. И мы рады тому, что это стало центром православия в республике. У нас же в республике все религии почетные, поэтому для нас это тоже очень важно, что к нам приезжают люди, прикасаются к этим святыням. Там очень хорошо дышится. Но вы знаете, что там в озере лягушки не квакают. То есть это уникальные вещи. Действительно святое место. Да, там даже лягушки молчат, потому что надо заходить и общаться с Всевышним, надо слушать, отдыхать, думать, там очень красиво. А монастырь Раифский окружает заповедник. Там есть даже у нас дендрарий, куда можно прийти, посмотреть, какие растения. А растений там много, более 40 видов растет со всего земного шара, что называется. Вот. Ну и для того, чтобы как-то популяризировать это все, мы уже 20 лет подряд проводим в нашем городе фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Нас посещает владыка, всегда это очень красивое, интересное мероприятие. В следующем году будет 20-й, я думаю, что он будет очень интересным. Приглашаем всех гостей прикоснуться к этому замечательному действу. Морс, ягоды, лимончики, дальше? Да, зелень. Вы берете мяту, много-много мяты, режете ее так меленько, а я беру базилик. Так, мята у меня готова. У меня базилик тоже готов. Немножко прижмем это все и засыпем в кувшинчики. Добавляем буквально чуть-чуть сахарку. И сейчас мы немножко добавим малинки. Только ваш кувшин? Да, только у вас будет такой лимонад, а у меня будет такой ягодный морс. Итак, мы заливаем оба наши кувшина водичкой. Да. Вода тоже, кстати, из Раифы. Там есть замечательный источник, к которому мы все ездим и очень любим эту воду. Она очень вкусная и, говорят, целебная. Наши морсики готовы. Блюда в тандыре тоже уже приготовились, поэтому накрываем на стол и будем пробовать. Морс. Для лимонного морса в кувшин поместили дольки лимона, мелко нарезанную мяту и сахарный песок. Для ягодного морса клубнику нарезали на половинки, добавили малину, измельченный базилик и немного сахара. Содержимое обоих кувшинов залили холодной водой и дали немного настояться. Дорогие друзья, если не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, самый вкусный момент нашей программы настал. Будем пробовать. Прежде чем это все отведать, я хочу рассказать о символе нашего города и района. Это о так называемом Романовском мосте. Он построен в 903 году, и вот там есть вдалеке Шусевская башня, куда должен был приехать сам император, но как-то не случилось. Но, тем не менее, мост у нас есть, и мы этим очень гордимся. И я думаю, что каждый зеленодолец и каждый татарстанец проезжал неоднократно по этому замечательному мосту. Ну что ж, будем пробовать? Будем пробовать. Шашлык, конечно, надо есть руками. Да, а я люблю вот прям с шампура. Ну, попробуй. Итак, внимание. Даже получилось. Но надо обязательно есть с овощем, с лучком. Ну и запивать. С баклажанчиком. Баклажанчиком, конечно. Мясо получилось очень вкусным, овощи ароматные. Кстати, Руслан, знаете, чем тандыр отличается от мангала? Тем, что на мангале все-таки это более открытый воздух, и поэтому мясо немножко подсыхает. А в тандыре оно такое более сочное становится. Очень сочное и очень вкусное. Спасибо большое. Я очень рад, что понравилось. Ну а на этом наше кулинарное шоу подходит к концу. Дмитрий Анатольевич, большое спасибо за познавательную беседу, за вкусный обед. Да, мы вроде бы обо всем рассказали, обед у нас получился, но мы не рассказали еще одной достопримечательности нашего района. Это остров Град Свияжск. По этому мосту, кстати, туда можно и приехать. Отличная идея. Прямо сейчас мы держим путь в Свияжск, где мы и проведем следующую программу. До встречи, дорогие друзья, на канале ТНВ. Саубулагас. Пока-пока. До свидания.